Дорогие друзья, слушайте внимательно. Вы не случайно попали на это видео. Вокруг вас разворачивается нечто священное. Возможно, вы пока не видите этого физически, но глубоко в душе вы уже чувствуете трепет приближающегося чуда. Вы стоите на краю чего-то божественной, и вы даже не осознаете этого. То, что вы считали задержкой, было подготовкой. То, что вы воспринимали как отказ, было изменением направления. Бог движется. Прямо сейчас. На вашей стороне. И прежде чем это сообщение закончится, вы узнаете, без сомнения, что ты бы имел в виду услышать это сегодня. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь попадали в такое время года, когда все вокруг казалось тихим? Где твои молитвы чувствуете себя шепотом, затерянным в ветре? Где кажется, что небеса тихи, и ваш урожай высохло, не дойдя до ваших рук? Может быть, именно там вы сейчас и находитесь. Устали. Ждете. Плачете за закрытыми дверями. Видите, как другие получают благословение, пока вы размышляете. Когда моя очередь? Ты прокручиваешь дни в надежде, просто в надежде увидеть знак того, что Бог не забыл твое имя. Но послушайте меня сейчас и не отворачивайтесь. Что, если я скажу вам, что эта тишина не наказание, но священная пауза переповышения? Что тишина, которую ты чувствуешь, это священная тишина перед дождем. Избыток что, если я скажу, что пережитая вами буря не должна была вас сломить, а формовав сосуд, способный удерживать богатство, Бог собирается излить? Есть секрет, Бог хочет открыть вам сегодня. Скрытый ключ, который открывает дверь к вашему наследованию. И именно поэтому вам нужно дослушать это сообщение до конца. Потому что где-то в этих следующих мгновениях кроется поворотный момент вашей судьбы. Момент трансформации, где то, что когда-то было невидимым, становится неоспоримым. Где обещат становиться доказательством. Где вера становится осуществлением. Я здесь не для того, чтобы развлекать. Я здесь как сосуд, исполняющий божественное предназначение, чтобы напомнить вам, что существует завет, написанный над твоей жизнью. Завет богатства, из здоровья, из чудеса, из урожая, и хотя враг пытался лишить вас этой веры, через болезнь, через долги, через отчаяние, он не может отменить то, что Бог дал вам, уже объявлено. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но вот предупреждение, и вы должны его услышать. Многие люди упускают свое благословение не потому, что Бог не послал их, а потому, что их не было, наблюдая, они были слишком заняты скорбью о прошлом, чтобы осознать знаки будущего. Слишком охвачен страхом, чтобы осознать верная настройка. Бог руководил за кулисами. И я отказываюсь позволить тебе быть таким же. Не сегодня. Сегодняшний день – это не просто очередное видео. Это не фоновый шум. Это не духовное развлечение. Это божественная встреча между ты и небеса. И что-то сверхъестественное скоро выйдет. А слово которой активирует сдвиг. А молитва которой откроет шлюзы, точка откровения которой изменит ваше положение сердца и возродит свой вера. И я говорю вам снова, оставайтесь до конца. Потому что в последние минуты этого послания я поделюсь скрытой деталью из Слова Божьего. Деталью, которую большинство упускает из виду. Но это ключ, да, тот самый ключ, что многие упустили в своей погоне за богатство, из выздоровления, из восстановления. Именно эта деталь отличает задержку от судьбы, дефицит от избыток, пустота от переполнения. Итак, я спрашиваю вас сейчас, готовы ли вы принять это? Готовы ли вы увидеть то, чего не видели другие, услышать то, что другие проигнорировали? Оставайтесь. Слушайте. Пусть ваш дух будет пробудился.
Потому что следующие 60 минут вполне могут стать самыми преобразующий час вашей жизни. И когда мы дойдем до конца, вы не только поймете обещать, ты будешь в нем ходить. Это начало, и ваше чудо уже в движении. Я хочу, чтобы вы услышали меня ясно. Бог никогда не действует без плана. Никогда. Он не действует случайным образом и никогда не опаздывает. Каждая задержка, каждая закрытая дверь, каждая неотвеченная молитва, которую вы считали забытой, на самом деле была установка для чего-то большего. Он не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему менять свое мнение. Если он сказал, что есть благословение в твоей жизни, будет благословение. Если он сказал «избыток твоя доля», то неважно, в какой яме ты сейчас находишься, избыток грядет. Если он обещал тебе богатство, выздоровление или мир, то что обещаться все еще жив, даже если ваши обстоятельства говорят об обратном. Но прежде чем это чудо явится, прежде чем урожай, когда Бог касается твоей руки, Он часто делает нечто священное, проводит тебя через процесс. И этот процесс, дитя мое, не наказание. Это подготовка. Золото очищается в огне. В пустыне характер формируется. Именно в тишине ваш дух учится различать Иго голос. Подумайте о Джозефе, человеке, который мечтал о величии из роялти божественного услуга. Но перед тем, как трон, он нашел тюрьму. Перед тем, как дворец, его предали, продали, обвинили и забыли. Почему? Потому что был процесс. Потому что прежде чем он смог нести власть, ему пришлось нести груз. Прежде чем он успел распространить зерно в Египте, ему пришлось плакать в одиночестве. Но ничто из этого не было потрачено впустую. Ни единого мгновения. Все было божественно рассчитано, от ямы до тюрьмы и дворца, каждый шаг вел его к полноте Иго судьба. И мне нужно спросить вас, вы находитесь в тюремном заключении. Вас бросили, осудили ложно, отдалили от себя те, кто вам помогал, и вы задаетесь вопросом, когда же день релиза придете. Если да, то вы недалеки от прорыва. Вы не забыты. Вы выбранный. Бог очищает тебя сердца, строя свой гора и расчищая себе путь. Но послушайте, вы не должны пропустить знаки, эти божественные знаки негромкие. Они чистотихие, неожиданные, скрытые на виду. И именно поэтому многие их не замечают. Они не всегда сопровождаются громом или молнией, но они возникают из-за перемен в отношениях, из-за задержек, которые превращаются в божественные обходные пути через неожиданные потери, которые освобождают место для неожиданной изобилия. И если вы видели что-то подобное в последнее время, обратите пристальное внимание. Потому что Господь говорит. Он готовится раскрывать, кем Он был в сокрытии. Позвольте мне прояснить, прежде чем Бог выпустит чудо, Он часто дает вам момент пустота. Почему? Потому что Он не нальет в полный сосуд. Он нальет пустой вы горды. Он будет пустой вас от ложных привязанностей. Он даже пустой ваш банковский счет, если это то, что вам нужно, чтобы посмотреть и сказать: «Боже, Ты мой источник». Не человек, не система, не моя зарплата. Ты. И как только ваш сердце готов, как только ты перестанешь пытаться заработать своими силами то, что может дать только милость, то дверь открывается. Вы заметили, как в последнее время ощущаете опустошение? Отношения рушатся. Возможности ускользают сквозь пальцы. Беспокойные ночи. Сны, которые, кажется, умирают. Не сопротивляйтесь этому, признайте это. Это знак. Это Святой Дух делает духовную операцию, удаляя лишнее, чтобы вы могли нести благословение, не разрушая. Это Господь творит комната.
Позвольте мне остановиться здесь и попросить вас сделать что-то простое, но важно, если это слово уже подтверждает то, что ощущал ваш дух, и если внутри вас что-то шевелится с надеждой и ожиданием. Я хочу, чтобы ты нравится это видео прямо сейчас. Не потому, что оно мне нужно, а потому, что это заявление. Публичный акт веры. Цифровой миг, когда вам нравится это видео, вы говорите: «Да, Господь, это слово для меня. И я принимаю его. И я верю ему. И я подчиняю свое сердце твоему обещанию». Так что вперед, нажмите эту кнопку «Вера», пусть это будет семя. Пусть это будет твоим знаком возвращения на небеса. А теперь послушайте, Бог всегда использовал шаблоны. Тот же Бог, который послал облако перед дождем Илии, тому же Богу, который разделил Красное море прежде, чем Моисей перешел, тот же Бог, который дал сны Иосифу, говорит в знаки, и эти знаки появляются прежде, чем сдвиг Илия увидел облако размером с человеческую руку, небольшой знак, но этого было достаточно, чтобы сказать ему об Илии, дождя был рядом. Какого размера твое облако? Какая мелочь появлялась в твоей жизни, которую ты игнорировал? Кто-то неожиданно предлагал тебе помощь. Вы почувствовали побуждение к молитесь глубже. Двери начали закрываться, хотя выглядели хорошо. Это не совпадение. Это подсказки. И вот истина, которой многие не учат. Ваша самая большая боль часто приходит прямо перед ваше самое большое повышение. Враг всегда атакует сильнее всего непосредственно перед урожаем. Почему? Потому что он чувствует это. Он видит это в духе прежде, чем вы видите это в физическом мире. Он видит ангела, стоящего рядом с вами, когда он видит, что масло вот-вот прольется. И он отвлекает, сбивает с толку и затягивает, надеясь, что вы сдаться прямо перед тобой пройти через. Но не ты. Не сегодня. Не после того, как услышал это слово. Бог не просто так обращается к вашему сердцу с этой мыслью. Он не просто хочет вдохновить вас, но и хочет подготовить тебя. Потому что есть отверстие в небесах. Божественное окно, священный сдвиг, это не будет ждать вечно. И если вы видите признаки, если люди уходят, если вещи исчезают, если вы чувствуете себя оторванным от прежнего комфорта, то ободритесь, чудо близко, урожай уже под рукой, завид все еще активен. И ваше имя все еще записано в небесной книге. Но теперь я должен спросить вас кое о чем, и спрашиваю не для того, чтобы пристыдить, а чтобы пробудить. Вы относились к своему процессу как к тюрьме, а не как к пути к повышению. Вы обвиняли Бога вместо того, чтобы благодаря Его для очищающего огня. Потому что ваше отношение в этом сезоне определяется, как быстро вы вступите в следующий. Израильтяне скитались 40 лет, не потому, что Божье обещание изменилось, а потому, что их сердца не сделали. Они увидели чудеса, но они все еще пробормотал. Они сели человек, но они все еще сомневались. У них было облако днем и огонь ночью, но они жаждали Египта. А вы? Готовы ли вы отпустить то, что вымысли ваша жизнь должна выглядеть так, чтобы вы могли войти в то, что Бог предназначен это стать? Это обмен Он предлагает. Ваш контроль для Иго-план. Ваша временная шкала для Иго-вечный завет. Ваш страх за Иго-верность. Ваше мышление бедности для Иго-переполнения. Но ты должен сказать «да». И не только словами, свои послушания. Потому что то, что последует дальше в этом послании, потребует от вас чего-то более глубокого. Мы собираемся раскрыть самую суть, знаки которые доказывают ваши благословения уши в пути. Эти знамения потрясут вас. Они утешат вас. Они обличат вас. И если вы задавались вопросом, говорил ли Бог на самом деле, подтверждение будет безошибочной.
Но позвольте мне сказать вам, Бог не дает секретов беспечным. Он дает их тем голодный. Он дает откровение для тех, кто готов слушать, молиться, оставаться даже когда тяжело. Поэтому я снова говорю, оставайтесь со мной. Потому что то, что последует дальше, это программа для распознавания божественной руки Бога в вашей повседневной жизни. И когда вы видите ее, все меняется. Да, Господь говорил. Да, Он все еще действует. Да, знамение уже вокруг вас. Вопрос. Ты смотришь? Оставайся со мной. Потому что первый знак ближе, чем ты думаешь. И когда ты его распознаешь, дверью открывается. Урожай начинается. Чудо проявляется. И ваш судьба разблокирован. Теперь давайте копнем глубже. Позвольте мне спросить вас кое о чем, и я прошу не для того, чтобы причинить вам боль, а чтобы пробудить что-то глубоко в вашем духе. Вы когда-нибудь чувствовали, что чем больше вы молитесь, тем больше все рушится, как и каждый раз, когда вы делаете шаг вперед вера, что-то отталкивает вас на 2 шага назад? Вы когда-нибудь постились, плакали, сеяли семя, сделал молитва, стоял на обещать Бога, и вместо прорыва вы получили предательство, чудо, у тебя есть больше невзгоды. Ты поднял взгляд на небеса, ожидая дождя, но увидел лишь пыль. И враг прошептал тебе на ухо: «Где теперь твой Бог?» Послушайте меня, этот момент прямо здесь и является первый знак. Этот шторм не является доказательством того, что Бог оставил вас, это доказательство того, что грядет нечто святое. Повысился духовная война, это не наказание, это подтверждение. Дьявол не борется с тем, чего не боится. И если битвы в вашей жизни обострились, если атаки наступают быстрее, сильнее и без объяснений, это потому, что враг знает ваш урожай близко. Ваше наследование же не за горами. Ваше благословение вот-вот проявится. И сатана хочет сделать тебе покидать прежде, чем вы туда доберетесь. Поэтому я спрошу еще раз, и на этот раз пусть этот вопрос пронзит ваш дух, как обоюдоострый меч. Вы подвергались нападению. Просыпались ли вы с чувством тяжести, растерянности и беспокойства? Захлопывались ли двери перед вашим носом без причины? Тревога проникла туда, где раньше царил покой, вера чувствовали, что все висит на волоске? Друг мой, ты не сумасшедший, ты в духовная война, и эта война не о том, что вы видите. Она о том, что вы собираетесь сделать. Получать. Позвольте мне показать вам, как это работает. Прежде чем Иисус вышел на сцену чудотворящее служение, до исцеления, перед толпами, до воскрешения Лазаря и насыщения тысяч, что произошло? Он был поведен духом в дикая местность. И вот враг пришел. Не один раз. Не 2.3 раза. Он искушал Иисуса властью, гордыней, даром. Зачем? Потому что сатана знал, как только Иисус примет на себя свое призвание, царство тьмы будет разрушено навсегда. Война была не потому, что Иисус был потерянный. Это было потому, что Иисус был найденный. Это было не потому, что Он терпел неудачу, а потому, что Он был близок к тому, чтобы выполнить судьба. И если ты сейчас проходишь через ад, то это потому, что вот-вот откроются небеса. Над твоей жизнью. Поэтому я спрашиваю вас еще раз, вы под духовная атака? Вы чувствовали себя непонятыми, ложно обвиненными, оклеветанными людьми, которым вы когда-то доверяли? Финансы иссякли, несмотря на то, что вы платите десятину и сеете. Испытывали ли вы искушение вернуться к тем самым вещам, которые Бог, доставленный вы откуда, потому что давление было слишком велико? Если да, то это ваше подтверждение. А теперь давайте углубимся, ведь второй признак такой же болезненный. Разделение. Изоляция. Одиночество.
Люди внезапно исчезали из вашей жизни. Дружба остывала без объяснений. Ваш круг общения сузился, хотя ваша любовь к окружающим выросла. Вы наблюдаете, как отношения угасают, не потому, что вы изменились, а потому, что Бог удалил нечто больше не соответствует следующей главе вашей истории. Больно, не правда ли? Но что, если я скажу, что ваше одиночество – это пророчество, что твоя изоляция священна знак, что Бог есть, выделяя вас, не отвергая тебя? Взгляните на Авраама. Прежде чем Бог сделал его отцом народов, Он сказал ему: «Оставь дом отца твоего, оставь землю твою, иди в место, которое я покажу тебе». Точка разделения произошло раньше наследования. Перед тем, как благословение земли и родословной, произошел отрыв от того, что было удобным и привычным. Почему? Потому что некоторые благословения так божественны, они требуют посвящения. Они требуют, чтобы ты шел в одиночестве. Они требуют тишины. И вы, да, именно вы, ощущали эту тишину, не так ли? Вы сидите ночью в своей комнате и удивляетесь, почему вам больше никто не звонит. Вы просматриваете свой телефон в поисках кого-то, с кем можно поговорить, но понимаете, что Богу тех шум вокруг тебя, чтобы Он наконец мог говорить с тобой ясно. Что отношения, которые разрушились, были не потерей, а милосердием. А что, если люди, покинувшие вашу жизнь, не были предназначены для исполнения вашего обещания? Что, если бы их присутствие имело загрязненный очень чудо-Бог готовится и излить тебе на колени? Видишь ли, не каждый может пойти туда, куда Бог тебя ведет. Не каждый может устоять в комнате, где твое благословение будет открыто. Некоторые люди знают тебя только в период борьбы, но Бог вот-вот раскрывается все за несбыток, и не все заслуживают этого увидеть. Позвольте мне спросить еще раз, вы чувствуете себя одиноким? Вас недооценивали, не понимали, отталкивали? Тогда вы находитесь в идеальном месте для повышения. Потому что до того, как Давид надел корону, он сидел в поле один. До того, как Иосиф стал править Египтом, он плакал в темнице один. Прежде чем Иисус умер за грехи мира, Он плакал в Гефсимании один. Изоляция – это всегда камера перед проявлением. Но это еще не все. Потому что иногда, и это самое трудное, иногда Бог допускает не только людей, но и удобство оставить твою жизнь. Он отнимет у тебя личность в твоей работе. Он закроет бизнес, вы думали, что это профинансирует ваше будущее. Он потрясен дом, та рутина, та уверенность, пока все, что у вас останется, это вера. И ты будешь стоять там и задаваться вопросом, почему все рушатся? А что, если он не разваливается? А что, если он разваливается, встает на место? Бог не может наполнить то, от чего ты не отпустишь. Он не может благословить то, что ты все еще пытаешься контролировать. Он не может ввести тебя в избыток, пока ты цепляешься за выживание. И поэтому Он позволяет старому-то, так что новое может быть рожденной. Он позволяет семени упасть в землю, потому что только в погребении оно может прорасти в урожай. А теперь я хочу, чтобы вы дышали. Дышали по-настоящему. Потому что я знаю, что это глубоко. Я знаю, что это затрагивает что-то глубокое и настоящее внутри вас. И в этом суть. Эта часть сообщения не предназначена для того, чтобы вас утешить, она предназначена для того, чтобы освободить тебя. Освободись от лжи, что твоя боль бессмысленна. Освободись от лжи, что твое одиночество – это наказание. Освободись от лжи, что твоя война означает, что Бог покинул тебя. Нет. Боль – это подготовка. Потеря – это перестройка. Атака – это подтверждение. Тишина священна.
Поэтому я снова спрашиваю вас в последний раз в этом разделе, можете ли вы распознать, в каком сезоне вы на самом деле находитесь? Распознаете ли вы войну такой, какой она является на самом деле, последней битвой перед прорывом? Принимаете ли вы изоляцию или бежите от нее? Вы проклинаете потерю или благодарите Бога за защиту? Рассматриваете ли вы эту тьму как смерть или как священную утробу, где формируется ваше чудо? Потому что, если вам больно, если на вас нападают, если вы стоите одни в темноте, не зная, что будет дальше, поздравляю. Вы стали ближе к благословению, чем когда-либо. Но только если вы не сдадитесь. Потому что то, что будет дальше, то, что я собираюсь раскрыть в следующем разделе, объяснит, почему враг был настолько беспощаден, почему твое сердце разбито, почему Бог позволил двери закрыться. И самое главное, что ты должен сделать, следующий пройти через дверь изобилия, которая сейчас открывается. Так что оставайся со мной. Не уходи. Не отключайся. То, что будет дальше, может все изменить, если ты готов. Мы только начинаем. И ваша трансформация вот-вот начнется. Теперь мы поворачиваем за угол, мое дорогое дитя. Мы выходим из дикой природы к первым проблескам обетованной земли, мы прошли сквозь бурю. Мы столкнулись с тишиной. Мы выдержали бремя изоляции и духовной борьбы, но теперь наступает поворотный момент. Наступает момент, когда невидимое начинает соприкасаться с видимым. Семена начинают прорастать, разрыхлить почву, урожай начинает показывать свои первые фрукты. Позвольте мне открыть вам то, чего большинство людей никогда не узнают. Третий признак того, что ваше чудо близко, что ваш избыток уже у двери, это внезапное увеличение вашего желания обрести Бога. Да, тот самый голод внутри вашего духа есть знак. Не совпадение. Не просто. Эмоция. Не случайный сезон. Это священный сигнал тревоги, звучащий с небес. Это сам Бог пробуждает глубины вашей души духа сердца, зовущее вас выше, глубже, ближе. Это беспокойство. Это тоска. Это внезапное желание помолиться посреди ночи, когда все остальные спят. Это непреодолимое желание отгородиться от мира и остаться наедине с Отцом. Это не просто духовная деятельность, это божественная подготовка. Позвольте мне спросить вас прямо, чувствовали ли вы в последнее время желание молиться больше обычного? Вы чувствовали тягу к быстрой, даже если вы не знали, почему? Бывали ли слезы, которые наворачивались без причины во время прослушивания богослужений или чтения слова? Это ваш дух реагирует на движение Бог. То есть вера поднимается. Это помазание усиливается. Потому что Бог всегда пробуждает судно прежде, чем Он вливает масло. Итак, вот в чем моральная дилемма, и ответить на нее можете только вы, когда дух тревожит ваше сердце, вы откликаетесь или переворачиваетесь. Когда вы чувствуете шепот, призывающий вас войти в молитву, подчиняетесь ли вы или пролистываете ленту в телефоне? Когда он будет вас в 3 часа ночи, вы готовы? Или вы отвлекаетесь? Потому что разница между тем, кто приходит благословениями, тот, кто наблюдает за этим издалека, послушание в частном порядке. Это та часть, о которой мало кто говорит, частная цена из общественное благословение. Люди видят богатство, то чудо, то повышение, но они никогда не видели ночей, проведенных в молитве, когда никто не наблюдал. Они никогда не видели слез на подушке, жертвоприношения. Послушание. Но Бог это видел. И небеса это записали. Итак, если вы вдруг почувствовали желание больше общаться с Богом, ободритесь, Он приближается. Он выбирает вас. Подготовка вылить что-то священное. Но вы должны откликнуться. Вы должны встретить Его там, куда Он вас зовет.
Для величайшего благословения зарезервированы для тех, кто соблюдать, не посещать. И вот мы подходим к 4-му знамению. Слушайте внимательно, ибо это начало видимого точка доказательства, когда необычные двери начинают открываться, то сверхъестественно и близко. Двери, в которые вы не стучались. Возможности, о которых вы не мечтали. Люди, протягивающие руку, чтобы благословить вас, которых вы никогда не встречали. Это не совпадение, это божественные промыслы. Они – доказательство, что то, что когда-то было сказано в вашей жизни, теперь начинает манифестировать во времени и пространстве. Позвольте спросить вас, в последнее время в вашей жизни стало происходить что-то необычное? Кто-то упомянул ваше имя в комнате, в которую вы не заходили? Появилась ли возможность, которой вы не ожидали? Кто-то отменил вашу встречу, и это привело к улучшению связи. Это не случайность. Это организованный небесами. Есть божественный закон, когда Бог открывает дверь, никто не может ее закрыть. Ни начальник, ни система, даже ваше прошлое. Ему не нужно разрешение от людей, чтобы благословить вас. Когда он решает высвободить урожай, она течет как река, неостановимая, неоспоримая, безошибочной. Но послушайте, вот предвещая, и вам нужно это понять, прежде чем мы пойдем дальше. Не всякая открывающаяся дверь от Бога. Некоторые двери – это замаскированные отвлекающие факторы. Враг, зная, что вы находитесь на грани избыток, попытается предложить подделку. Короткий путь. Компромисс. Путь, который кажется золотым, но ведет к гибели. Он будет посылать предложения, которые щекочут вашу плоть, но разоряют вас дух. Он пошлет отношения, которые чувствовать как любовь, но предназначены для задерживать вашу цель. И вот здесь лежит тест, можете ли вы различить божественные из отвлечения. Вот куда вам нужно зайти привилегированные знания, вид знания, который приходит не из опыта, а из откровения. Потому что, когда вы проводите время в молитве, когда вы слушаетесь шепота, когда вы ходите в послушание, вы получаете взгляд, у других нет. Ты видишь то, что упускают другие. Ты слышишь то, что другие игнорируют. И ты пройдешь через правую дверь в то время, как другие гоняются за тенями. Позвольте мне привести пример из Писания. Павел и Сила, согласно книге Деяний, были в темнице. Закованы в кандалы. Избиты. Казалось, что это безнадежно. Но они молился. И они хвалили, и вдруг тюрьма потрясли, двери распахнулись. Цепи упали. И они могли бы убежать, но не убежали. Почему? Потому что не каждая открытая дверь – это Бог через. Они ждали. Они распознали. И благодаря этому тюремщик и весь его дом были спасены. Это было истинное чудо. Не просто спасение, а спасение. Поэтому, когда двери начинают открываться, вы должны спросить, это для моего удобства или это мое призвание? Это просто условие, или это соответствует моему предназначению? А теперь позвольте мне раскрыть вам секрет. Враг боится верующего, который молится с огонь и различает с ясностью. Потому что этот человек становится и непоколебимый. Этот человек не поддается отвлечениям. Этот человек заходит власть. Этот человек умножается богатство, потому что они не гонятся деньги, они преследуют королевство, и деньги следуют за ними. Они не поклоняются открытым дверям, они поклоняются тот, кто держит ключи. И именно таким человеком вы становитесь. Вы находитесь в периоде, когда Бог пробуждает ваш вера, увеличивая ваше помазание, вовлекая вас в глубокую молитву, потому что Он готовится ввести вас в сферу чуда после чуда. Но Он не хочет,
чтобы ты был неподготовлен. Он хочет, чтобы ты укорененный, заземлен, готов. Итак, откликнетесь ли вы? Подниметесь ли вы в молитве, когда Он позовет? Скажете ли вы «нет» отвлекающим факторам, которые кажутся хорошими, но кажутся неправильными? Будете ли вы ждать верно дверь? Или вы согласитесь на короткий путь? Потому что то, что будет дальше, уже близко точка быстро. Ускорение в движении. И для тех, кто готов, тех, у кого есть масло в светильниках, огонь в духе и истина в сердцах, переполнение будет неизмеримой, урожай шокирует всех, кто в вас сомневался, лишь избыток будет настолько огромным, настолько внезапным, настолько сверхъестественное, что вы будете знать, это мог быть только Бог. Но чтобы это произошло, вы должны бодрствовать. Вы должны пребывать в молитве. Вы должны двигайся, когда Он движется, и подожди, когда Он скажет «подожди», вот как чудеса управляются. Вот как богатство течет. Вот как трансформация становится постоянным. И поэтому я оставляю вас сейчас с этим священным напряжением выбора. Бог движется. Двери открываются. Дух пробуждает ваше сердце. Божественный ход времени начался. И теперь вам предстоит решить, продолжите ли вы жить привычным образом или вступите в неизвестный сфера как ваш проводник? Потому что в следующей части этого сообщения я открою благословения, которые уже написаны на вашем имени. Обещания, о которых вы даже не знали, что унаследовали, точка завет которой ждет активации. И чудо который уже приведен в действие. Оставайтесь. Не пропустите то, что будет дальше. Нефть льется рекой. Дверь поворачивается. И твоя судьба ближе, чем когда-либо. Вы не забыты. Эта задержка не отрицание. Тишина, которую вы слышите, это не отсутствие, а подготовка. Если сейчас ваша жизнь кажется пустыней, если вы идете по сухой и потрескавшейся земле, молясь о дожде, молясь о пропитании, о направлении, о знамении. Я хочу, чтобы вы услышали это из уст самого Бога. Вы находитесь в периоде испытаний, тебя не наказывают. Тебя готовят. Это не конец. Это середина. И это место, где семена твоего избыток проверяются, прежде чем они ворвутся в урожай. Бог никогда не дает бодства сердцу, которое не было испытано вера. Почему? Потому что благословение сломает тебя, если фундамент не будет прочным. Ты просишь чудеса, но Бог формирует характер. Вы ждете наобещать, но Он строит вашу емкость. Вы думаете, дверь закрыта, но это только запертпока ваш ключ-котов. И этот ключ – ваш послушание. Твой смирение. Твой устойчивость. Вот о чем этот сезон. Это испытание перед прорыв, огонь перед уточнение, тишина перед крик победы. Посмотрите на Джозеф, мечтатель. Он увидел свое будущее в видении солнце, луна и звезды, склонившиеся перед ним. Он был предназначенный для славы. Но как Бог его подготовил? Через предательство. Через яму. Через рабство. Через тюрьму. 13 лет прошел между обещать и дворец. Оставил ли Бог Иосифа? Нет. Бог был с ним в тюрьме, формируя его сердце в судно, которое могло бы перевозить власть королевства. Джозеф был доказал, прежде чем править, ему пришлось научиться служить. Прежде чем управлять страной, ему пришлось управлять чужим домом. А как насчет Дэвид? Помазанный на царство еще мальчиком, забытый отцом и не принятый во внимание братьями. Он был назваться, но ему пришлось ждать. Саул охотился на него, как на зверя. Давид прятался в пещерах,
плакал в одиночестве в пустыне, наблюдал, как все вокруг него рушится. И все же в этой пустыне Давид преклонялся. Он ждал, не жалуясь. Он сражался в битвах, которые не были его собственными. Он прощал, когда было больно. Сезон испытаний стали основой для трон, которому не будет конца. Бог не наказывал Давида. Он был доказательство ему. Вся нация Израиля через это тоже прошли. Освобожденные от рабства, исполненные обещания земля, текущая молоком и медом, но прежде чем они вошли в наследование, им пришлось пройти через дикая местность. Почему? Потому что Египет все еще был внутри них. Бог мог бы вырвать их из рук фараона за одну ночь, но для этого потребовалось 40 лет, чтобы удалить образ мышления фараона из их сердца. Если бы Бог дал им земля, обетованная до того, как они были готовы, они бы имели уничтожили себя с ним. Дитя мое, может быть, ты задаешься вопросом: «Боже, почему так долго? Почему я молился, плакал, платил десятину, служил, верил, и все еще не вижу своего чуда?» Это потому, что вам доказывают ожидания не напрасно. Она святой. Здесь вы учитесь доверять Богу, когда нет никаких доказательств. Здесь вы учитесь стоять на месте, когда все внутри вас стремится к бегству. Здесь вы учитесь верить, не видя, хвалить, не чувствуя, сеять, даже не видя урожая еще. И вот, возлюбленные, Бог наблюдает. Он наблюдает за тем, как вы относитесь к другим, когда никто не наблюдает. Он наблюдает, верны ли вы маленький, потому что Он готовится дать вам новое. Он наблюдает, если ты все еще молиться, когда небеса молчат, если ты все еще поклонник, когда ваш банковский счет пуст, если вы все еще служите, когда никто не хлопает. Бога не интересует ваш комфорт. Его интересует ваше призвание. Это значит, что Он допустит дискомфорт, если Он принесет вам трансформацию. Благословение не удерживается, оно дается идеально вовремя. Потому что если бы Бог дал тебе это слишком рано, это было бы похоже на дар, но ненадолго. Но когда это происходит огонь, когда это происходит вера, когда это происходит слезы и выносливость, это становится в вашем наследовании не просто подарок. И то, что наследуется вера, поддерживается вера. Вот почему этот сезон ожидания – это больше, чем просто ожидание, это обмен заветами. Бог наблюдает, останешься ли ты с Ним, даже если это будет стоить тебе чего-то, чтобы, когда Он даст тебе урожай, твое сердце не забудется. Теперь я хочу, чтобы вы остановились на мгновение и задумались. Оглянитесь на свою жизнь. Разве нет того, о чем вы когда-то плакали, а теперь у вас есть? Двери, которые когда-то были закрыты, а теперь распахнуты настежь. Помните, как это казалось невозможным, какими длинными были ночи, каким тяжелым было бремя. Но Бог избавил вас тогда. И если Он делал это раньше, Он сделает это снова. Этот период ожидания не нов. Это просто ваш нынешний тест перед вашим следующим повышением. Ваш текущий пробный перед вашим следующим показанием. Ваш текущий тишина перед вашим следующим песня радости. Не позволяй врагу лгать тебе в этот момент. Он хочет, чтобы ты думал, что ничего не происходит. Но я говорю тебе Духом Господним, это самый активный момент в твоей жизни. Бог формирует твою душу. Он расставляет людей. Он организует события. Он расставляет двери. Ты можешь этого не видеть, но за кулисами твоих обстоятельств Он пишет твое чудо каждый день, что вы проводите в вере, ты забиваешь, но ведь это откроет вам дорогу к следующему сезону. Каждый раз, когда вы выбираете благодарность вместо ворчания, доверие вместо жалоб, поклонение вместо беспокойства, вы выбираете пройти испытание. Вы выбираете свою судьбу из-за вашего дискомфорта. Итак, дитя мое возлюбленное, я спрашиваю тебя, будешь ли ты оставайтесь верными в испытании? Будете ли вы держаться за свои семя,
даже если почва выглядит сухой? Будете ли вы продолжать молиться, даже когда ответ кажется таким далеким? Будете ли вы продолжать любить, продолжать служить, продолжать верить, даже если никто не увидит ваших слез? Потому чта глаза Бога на тебе. Не для того, чтобы наказать. Не для того, чтобы судить. Но чтобы испытать тебя. Чтобы поднять тебя. Чтобы поднять тебя до места наследования нечто Он уже приготовил. Есть благословение с вашим именем на нем. Конкретный, личный, безошибочный чудо, на котором повсюду ваши отпечатки пальцев. Но руки, которые его принимают, должны быть руками, очищенные через процесс руки, очищенные от гордыни, нетерпения, страха и жадности. Именно это и делает этот тест. Он готовит ваши руки к тому, о чем вы просили. Потому что вы просили у богоболия. Но болеет требование зрелость. Вы просили богатство, но богатство требование мудрость. Вы просили избыток, но избыток требование дисциплина. Бог никогда не даст вам то, что противоречит Его собственному плану для вас. Цельность. Итак, если Он заставляет вас ждать, то это потому, что следующий уровень настолько тяжел, настолько могущественен, настолько полон благодати, что Он мог бы раздавить вас, если бы Он дал его прежде, чем вы будете готовы. Но вы почти у цели. Испытание почти закончено. Дверь вот-вот откроется. Ключ почти у вас в руке. Урожай находится на грани твоего послушания. Я хочу, чтобы вы сейчас, где бы вы ни находились, написали в комментариях: «Я все еще стою в вере». Да, произнесите это вслух. Объявите это. Потому что это не просто комментарий, это завет. Это способ сказать: «Боже, я не все понимаю, но я доверяю Тебе. Я верю Твоим обещать, я знаю, что этот сезон свят. Я прохожу это испытание. Я готовлю свое сердце. Я очищаюсь для чуда, это уже мое». Скажи это сейчас. Я все еще стою в вере. Это не конец твоей истории. Это всего лишь испытание перед повышением. Тишина перед песней, засуха перед дождь. И когда упадет эта первая капля, когда наступит прорыв, когда благословение появляется, вы не просто получите его, вы будете готовы нести его с честью, радостью и целеустремленностью. И когда наступит этот день, вы вспомните эти слова. Вы оглянетесь назад и скажете: «Я так рада, что не сдалась. Я так рада, что осталась верна». Потому что это чудо стоит каждой слезы, каждой молитвы, каждой бессонной ночи. Бог был верен, и я была испытана. Остаться со мной, дитя. Следующая часть покажет тебе, как это обещание начинает исполняться. Но сначала комментарий сейчас. Я все еще стою в вере. Твой чудо слышит тебя. Твой будущее ждет. Твой Бог наблюдает. Вы когда-нибудь просыпались и чувствовали, как что-то шевелится внутри вас, что-то, что вы не могли бы объяснить словами, но ваш дух знал, что это реально? Тихий огонь в груди, дрожь в сердце, святая настойчивость, которая шептала: «Что-то грядет, это, дитя мое, не эмоция. Это не тревога. Это не совпадение. Это то, что я называю божественное ожидание. Это сигнал в духовное царство, что небеса вот-вот вторгнутся в твою ситуацию. Этот момент, который вы проживаете прямо сейчас, это конкретная точка вашего пути, не случайность. Если вы чувствуете, что что-то вот-вот изменится, это потому, что Бог пробуждает ваши духовные чувства распознать начало чуда. Вот что происходит прямо перед благословением пребывает. Ваш дух становится известно до того, как ваш глаза когда-нибудь видел, это точка ожидания сверхъестественно.
Это невозможно объяснить. Это можно только различил. И если вы чувствуете это сейчас, я хочу, чтобы вы обратили внимание, потому что это кульминация вашего путешествия. Это место, где небо встречается с землей. Помните женщину с кровотечением. 12 лет она страдала. 12 лет она ждала. Она потратила все, что у нее было. Никакого ответа. Никакого лечения. Никакой помощи. Но потом что-то сдвинутое в ней. Она сказала себе: если бы я могла хотя бы прикоснуться к краю его одежды. Эта мысль пришла не от боли. Она пришла от духа ожидания. Это было, Бог говоря, в ней вера, помешивая священный голод которой не будет удовлетворен, пока не столкнется с властью, когда она действовала в соответствии с этим ожиданием. Что случилось? Кровотечение остановилось, чудо проявилось. И Иисус сказал: «Твой вера сделал тебя целым». Возлюбленные, когда вы чувствуете что-то необъяснимое, срочность, не игнорируйте это. Это стук в небеса. Это ваш дух осознает, что Бог собирается высвободить что-то большое. Вам не нужно видеть это, чтобы поверить. Вам нужно только смысл это. Этот внутренний сдвиг – это божественное возбуждение. Вот как Бог готовит своих детей к принятию сверхъестественное обеспечение, как чудо-первенец в вашем вере, прежде чем он когда-либо коснется вашей руки. Вот что случилось с Илией. После многих лет засухи пророк сказал Ахаву: «Я слышу шум обильного дождя». На небе не было ни облаков, не было грома, не было ветра, не было капель. Но Илия услышал дождь в духе. Это божественное ожидание. Он велел своему слуге пойти и посмотреть 7 раз. И на 7-й раз слуга увидел облако размером с человеческую ладонь. Это все, что нужно Богу. Простознак, простогорчичное семя, всего лишь одна крошечная искорка ожидания, и он превратит его в ливень благословения. Возможно, вы пока не видите полного проявления, но если вы можете почувствовать его в своем дух, не отступайте, это чувство реально. Это обещание живо. Это положение действует, как не небесные хранилища открываются, и то, что казалось сухим, пустым и отложенным, теперь вот-вот переполнится сверхъестественное обеспечение. Это момент, когда ваша вера превращается в исполнение желаний. Это момент, когда период ожидания становится сезон чудес. И слушай внимательно, когда Бог даст, оно редко приходит в той форме, в которой вы ожидаете. Но Он всегда приходит в той форме, которая вам нужна. Когда Авраам стоял на горе Мориа, а его сын Исаак был привязан к алтарю, казалось, что всему в его мире пришел конец. Но в тот самый момент Иегова в гневе-то Бог, который обеспечивает, раскрыл баран. Запутавшийся в зарослях Авраам не видел этого до последнего момента. На обеспечение уже был подготовлен. Бог не импровизировал. Он был оркестровка. И Он делает то же самое для тебя. Прямо сейчас возможность трудоустройства вы не подавали заявку, связь вы не ожидали, и идея вы не планировали. Все это приводится в движение, чтобы исполнить Божий замысел, завет изобилия в вашей жизни. Ресурсы выпускаются, услуга выравнивается, прорыв уже в пути. И если вы начали замечать неожиданные благословения, маленькие запасы надежды, божественные перерывы в вашем дне, странные обстоятельства в нужное время, тогда будьте готовы, это не совпадение. Это подтверждение. То, что дает Бог, ни один человек не может воспрепятствовать. Когда сверхъестественное обеспечение ударит по твоей жизни, она придет несмотря на все трудности, несмотря на сопротивление и за пределами ваших расчетов. Почему? Потому что если бы вы могли это объяснить, вы бы подумали, что это ваши собственные действия. Но когда это происходит так, что вы не можете ни контролировать, ни предсказать, вся слава достается Богу, и именно так Он это и запланировал.
Подумайте о насыщении 5000. Все, что у них было, это 5 хлебов и 2 рыбы. Этого было недостаточно по человеческим меркам. Но когда это попало в руки Иисуса, это стало более чем достаточно, благословение умножалось. Чудо распространялось. Провизия переливалась через край. Не просто чтобы насытить, но и чтобы показать безграничная природа Божьего избыток. 12 корзин остались, по одной для каждого ученика, как напоминание: Бог всегда дает больше, чем ожидается. И я говорю вам сейчас, готовьтесь к большему. Ожидайте неожиданного. Откройте свое сердце святому сюрпризу, потому что это кульминация, это не конец, это порой чего-то большего, более глубокого, более широкого, чем вы когда-либо могли себе представить. Бог собирается доказать вам, что Его Слово – это не теория, а реальность. Что Его обещание не поэзия, это власть. Что Его благословения не являются символическими, а не вещества. Реальный, ощутимый, измеримый. Вы не всегда будете понимать маршрут, но вы должны доверять поставщикам, точно знает, что вам нужно, когда вам это нужно и как это вам доставить. Он не ограничен банками, экономиками, правительствами или человеческими стратегиями. Ему не нужна ваша логика, ему нужна только ваша вера. Если он кормил Илию воронами, посылал манну в пустыню и изводил воду из скалы, он может сделать для тебя невозможное. Прямо сейчас. В этот самый час. Поэтому я спрашиваю тебя, дитя мое, чего вы ожидаете? Вы ожидаете частичного благословения или обильный урожай? Ты ждешь крошек или стол, который Бог обещал приготовить перед вашими врагами. Вы должны поднять свои ожидания до уровня вашего наследства. Вы не сирота. Вы дитя короля, ты не просишь милостыню. Ты просто идешь завет. Ты не надеешься случайно. Ты держишь в руках божественный договор, подписанный кровью Иисуса, запечатанный Святым Духом. Если провизия еще не поступила, не паникуйте, увеличьте свою похвалу. Этот звук наполнит небеса. Это ожидание приблизит чудо. Потому что Бог отвечает ожидающее сердце. Так же, как беременная женщина носит обещание до того, как оно проявится, вы беременны вашим предложением труд тяжкий, ибо благословение велико. Но время приближается. Момент близок, упорно молитесь, упорно молитесь, упорно молитесь, только проявление уже у двери. И когда оно придет, вам не придется его заставлять. Вам не придется им манипулировать. Оно само потечет. Оно выстроится в линию. Оно будет преследовать вас. Благословение Господне обогащает и печали не приносит. Ты не просто получишь, ты ходить в нем, жить в нем, свидетельствовать о нем. Это сезон, когда то, что вы почувствовал в духе, станет тем, кем ты являешься, держать в естественном виде. А теперь я хочу, чтобы ты сделал что-то пророческое. Я хочу, чтобы ты запишите это прямо здесь и прямо сейчас. Я ожидаю от Бога неожиданностей. Не просто как комментарий, а как декларация. К подтверждению завета это ваше соглашение с небесами, в котором вы больше не сомневаетесь. Больше не успокаивайтесь. Больше не отступайте. Вы ожидая, что Бог удивит вас обеспечением, богатством, открытыми дверями, божественным партнерством, сверхъестественным приумножением. Скажи это сейчас. Напиши это смело. Я ожидаю от Бога неожиданностей. Пусть это будет вашим гимном. Пусть это будет вашим криком. Пусть это будет духовная чистота, вы несете это в каждый день. Потому что дух ожидания – питательная среда для чудес. А где есть ожидание, там Бог высвобождает доказательства. Где есть вера, там Он изливает услуга.
Где голод, Он посылает небесное снабжение. Твой обеспечение же в пути. Твой наследование уже выпускается. Твой благословение ближе, чем когда-либо. Продолжайте ждать. Продолжайте верить. И пишите в комментариях «Вера и смелость». Я ожидаю от Бога неожиданностей. Потому что следующий ход за Ним. И он будет сверхъестественным. Итак, оставьте комментарий ниже. Я ожидаю от Бога неожиданного. Или если вы не знаете, что сказать, но хотите выразить свою веру, просто напишите 100 в комментариях. Да, 100 как символ полнота, и урожай, пусть это число будет вашим, пророческий сигнал, что вы полностью вовлечены. Что вы готовы за то, что Бог собирается высвободить в вашей жизни. И если это сообщение что-то всколыхнуло в вас, если оно снова зажгло ваша вера, восстановил ваш надеяться или напомнил вам обещать, ты думал, что забыл, не позволяйте этому быть последним разом, когда вы связываетесь с нами. Если вы здесь новичок, подписаться на канал прямо сейчас. Не ждите. Нажмите эту кнопку. Активируйте значок колокольчика, чтобы вы никогда не пропустили следующее сообщение. Потому что это не просто контент, это духовный спасательный круг. Каждый день мы публикуем новые откровения, молитвы, ободрения и пророческие слова, которые могут привести ваше сердце в соответствие с голос небес. Не проходите этот путь в одиночку, мы семья, и этот канал – ваш духовный дом. И если вы уже были здесь, позвольте мне напомнить вам, вы являетесь важной частью этой миссии, ваша вовлеченность, ваши комментарии, ваши репосты, ваша вера, они помогают нести послание надежды и избыток для людей по всему миру. Возможно, вы этого не замечаете, но ваш комментарий может стать для кого-то таким же важным стимулом «продолжай верить». Так что продолжайте приходить. Продолжайте участвовать. Ведь то, что вы посеете в этом сообществе, вы получите пожинать в твоей жизни. Оставлю вас с этим. Бог не забывает. Бог не подводит. И Богу не нужны идеальные люди. Он благословляет готовые людей. Он не смотрит на ваши достижения. Он смотрит на вашу веру. И если вы продержитесь, хотя бы еще немного, если вы продолжите верить, продолжите готовиться, продолжите ожидать непредвиденное, вы увидите, как произойдет чудо. Итак, в заключение я хочу сказать вам следующее. Благословение твоего разума. Мир в твоем сердце. Обеспечение вашего домохозяйства. И божественное ускорение твоей судьбы. Это твой момент. Это твое время. Семя был посажен. Вера был взбудоражен. Урожайдет. А теперь иди, заходи. Ожидания. И помните, Бог уже проложил путь. Тип 100 в комментариях в знак вера подпишитесь, если еще не подписаны. И будьте готовы, потому что грядет что-то великое. Увидимся в следующем сообщении. А до тех пор оставайтесь дома, вера, заходите благословение и жить с ожидания.